2500 жителей по программе переселения уже переехали из аварийного в безопасное жилье. Подрядчики устраняют последние недоделки первых этапов. Это 12 домов в Усинске, Ухте, Зеленце и Печоре. Курирующий вице-премьер призвал муниципалов не откладывать дело в долгий ящик. Установленный срок до конца этого года. Кроме того, Константин Лазарев потребовал усилить контроль за всеми стройками на территории районов, напомнив о делах, возбужденных в отношении некоторых глав, которые подписали акты за якобы выполненные работы. Когда вы принимаете решение, то в своей деятельности руководствуйтесь хотя бы здравым смыслом, понимая, какие последствия могут прилететь за те или иные принятые и необоснованные решения. Поэтому берегите себя, с одной стороны, а с другой стороны – обеспечьте выполнение тех программ строительства, которые у вас есть в муниципальных районах. Пока на федеральном уровне разрабатывается постоянно действующий механизм переселения из аварийного жилья, в Коми проводят инвентаризацию ветхостроя. Печора в этом плане самая богатая. Сразу 132 дома. Муниципальными образованиями в автоматизированной информационной системе реформы ЖКХ формируется реестр аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года. На сегодняшний день в данный реестр занесено более 173 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. Это 863 многоквартирных жилых дома. У дорожников нововведение в борьбе с перегрузом и разрушением дорог. До 1 сентября будет установлено 6 автоматических пунктов весового контроля в Сыктывкаре, Ухте, Усинске и Сысольском районе. В 2018 году продолжат капитальные работы на Усть-Куломском направлении. Намечены 2 участка. По соглашению с МОНДИ появится 2 наплавных моста в сотрудничестве с «Газпромом». Второй год обновляют трассу Сыктывкар-Ухта. Бюджет дорожного фонда 3 миллиарда 800 рублей. Треть на содержание дорог, примерно столько же на ремонтную кампанию. По концессионному соглашению продолжаются работы по строительству участка дороги Малая Пиара-Кожером. Подрядчик планирует в этом году этот участок сдать в эксплуатацию. Это получается раньше срока примерно на 1 год. Отопительный сезон в Коми в целом стартовал и проходит без сбоев. Аварийность снизилась, но не без усилий, в том числе и властей региона. В некоторых муниципалитетах были и задержки по ремонтным работам, и проблемы с топливом для котельных. Интай сегодня снабжаются углем за счет республики. 5 муниципалитетов так и не получили паспорта готовности к отопительному периоду. Разобрались, в чем причина-то? Почему не была проведена повторная проверка, кто за это привлечен к соответствующей ответственности? Надо будет разобраться, Ольга Михайловна, и если там руководство муниципалитетов никакой инициативы в этом вопросе не проявило, значит, надо поработать с депутатами, чтобы этот вопрос был рассмотрен на соответствующих советах в муниципалитетах. И если глава администрации не справляется со своей работой, то пора таких руководителей там менять. Или хотя бы, так сказать, определить соответствие занимаемой должности. 2017 год стал плодотворным на капитальные ремонты домов. Собираемость взносов увеличилась, но пока не на желаемом уровне, отмечают в ведомстве. Это при том, что тариф у нас самый низкий по России. В 2017 году у нас отремонтировано 212 домов. Планы на 2018 год – это 94 дома. И самая главная задача – это, конечно же, эти планы выполнить. Городская комфортная среда. Наверное, пока это единственный проект министерства, который приносит только положительные результаты. 117 территорий в Коми уже благоустроено, еще более 130 в планах на 2018 год. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган.